Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская программа «Закон, налоги, право» и я, ее автор-ведущая Наталья Бельтюкова. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Пульс бизнеса» мы продолжим цикл передач по нововведениям налогового кодекса. Начало этой темы смотрите в передачах номера 37 и 39. Сегодня мы еще раз коснемся НДС. Далее в рубрике «Право для всех» обсудим тему «Запрет курения в общественных местах». После этого предлагаем вашему вниманию постоянную рубрику «Новости от Аркада Грант». И под конец программы анонс наших следующих передач. 12 августа 2012 года вступил в силу, как мы говорили уже, закон Украины номер 5083. По закону с 12 августа 2012 года налоговая накладная должна содержать, кроме ранее предусмотренных реквизитов, абсолютно новый реквизит. В то же время указанная норма влечет за собой и организационные проблемы. В первую очередь это необходимость кардинального изменения системы товарного учета. На складе торгового оператора может концентрироваться товар одной номенклатуры, импортированный в Украину по различным таможенным декларациям. Теперь торговый оператор должен будет оперативно перенастроить учетные системы таким образом, чтобы отслеживать движение каждой единицы товара в разрезе отдельной таможенной декларации. При этом, если в партии товара, например, по одной расходной накладной или ТТН, передается третьим лицам товар, импортированный в Украину по нескольким таможенным декларациям, то, соответственно, и налоговых накладных должно быть несколько, или в одной налоговой накладной должна быть ссылка на данные несколько таможенных деклараций. Так когда же в налоговой накладной нужно будет указывать дополнительные реквизиты? Реквизиты номер и дата таможенной декларации, по которым было осуществлено таможенное оформление товара, ввезенного на таможенную территорию Украины, подлежат указанию в налоговой накладной с момента вступления в силу изменений в форме налоговой накладной. Государственная налоговая служба письмом от 21 августа 2012 года номер 1222-071-71-12-15-3117 уведомила о дополнительных обязательных реквизитах, которые указываются при оформлении налоговой накладной. В свою очередь, Государственная налоговая служба напомнила, что в течение 3 месяцев со дня вступления в силу вышеупомянутого закона Кабмин должен внести соответствующие изменения в форму налоговой накладной, утвержденную приказом Минфина от 1 ноября 2011 года номер 1379. Налоговая накладная будет дополнена соответствующим реквизитом. Таким образом, Государственная налоговая служба в своем письме разъясняет, что реквизиты номер и дата таможенной декларации, по которым было осуществлено таможенное оформление товара, ввезенного на таможенную территорию Украины, подлежат указанию в налоговой накладной с момента вступления в силу изменений в форме налоговой накладной относительно ее дополнения соответствующими графами для отражения таких реквизитов. Анализируя действующее законодательство, можно выделить несколько моментов, требующих особого внимания при определении права на формирование покупателем товара налогового кредита. Первое. Товарность операции. Кроме физической возможности провести конкретную товарную операцию, наличие средств, ресурсов и так далее и тому подобное, должны быть соблюдены требования к подтверждению данных, указанных в налоговой отчетности. Такие данные должны подтверждаться первичными документами, регистрами бухгалтерского учета, финансовой отчетности, иными документами, связанными с исчислением и уплатой налогов и сборов. Это указано в пункте 44.1 статьи 44 Налогового кодекса Украины. Требования к реквизитам первичных документов изложены в статье 9 Закона Украины о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине. Второе требование – специальная правосубъектность. В соответствии с пунктом 201.8 статьи 201 Налогового кодекса Украины, право на начисление налога и составление налоговой накладной предоставляется лицам, зарегистрированным как плательщики налога на добавленную стоимость. В свою очередь, порядок регистрации регулируется статьей 183 Налогового кодекса Украины и положением о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов Украины номер 1394 от 7 ноября 2011 года. Третье. Регистрация налоговой накладной. В соответствии с пунктом 11 подраздела 2 переходных положений Налогового кодекса Украины с
С 1 января 2012 года налоговые накладные, в которых сумма НДС составляет более 10 тысяч гривен, подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных. В соответствии с пунктом 201.10 статьи 201 Налогового кодекса Украины, при осуществлении операций по поставке товаров плательщик налога обязан предоставить покупателю налоговую накладную. При этом налоговая накладная должна быть зарегистрирована в Едином реестре налоговых накладных. Подтверждением такой регистрации является соответствующая квитанция. В случае, если налоговая накладная сформирована с нарушением требований, предусмотренных пунктом 201.1 статьи 201 или пункта 192 статьи 192, на протяжении операционного дня продавцу направляется квитанция о непринятии ее в электронном виде с указанием причин. При этом, если на протяжении операционного дня квитанция о принятии или непринятии не поступит, налоговая накладная признается зарегистрированной в Едином реестре налоговых накладных. Четвертое. Порядок заполнения налоговой накладной. В соответствии с пунктом 201.10 статьи 201 Налогового кодекса Украины, нарушение порядка заполнения налоговой накладной не дает права покупателю на включение сумм налога на добавленную стоимость, указанную в налоговой накладной, в сумме налоговых обязательств за соответствующий отчетный период. В соответствии с пунктом 201.2 статьи 201 Налогового кодекса Украины, форма и порядок заполнения налоговой накладной утверждаются Центральным органом государственной налоговой службы. Как указывалось раньше, приказом Министерства финансов Украины номер 1379 от 1 ноября 2011 года. Систематизируя изложенное, можно прийти к выводу, что для получения права на налоговый кредит должны быть соблюдены как общие принципы, так и специальные. К общим принципам относятся товарность операции, наличие специальной правосубъектности. К специальным принципам относятся регистрация налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных, заполнение их в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минфина номер 1379. Отстоять же налоговый кредит по незарегистрированным налоговым накладным с суммой НДС до 10 тысяч гривен более проблематично. Нововведения касательно НДС довольно объемные. Мы постарались осветить наиболее важные аспекты изменений. В следующих передачах мы продолжим анализ нововведений в Налоговом кодексе Украины. Следите за нашими эфирами. А теперь мы переходим к рубрике «Право для всех», в которой руководитель юридического департамента компании «Аркада Грант» Крюкова Елена Игоревна раскроет тему «Запрет курения в общественных местах». Запрет курения в общественных местах. О вреде курения знают все. Предупреждающие надписи о вреде курения, о влиянии курения на здоровье человека размещаются не только на пачках, но и на рекламных носителях. Информация, которую мы вам хотели донести, полезна как для некурильщиков, так и для курильщиков, чтобы понимать свои права и обязанности. В мае 2012 года был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, вопросы, связанные с ограничением мест курения табачных изделий. Принятый закон вносит изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся запрета курения, и значительно сужает места для курения. Из перечня мест, где ранее было разрешено курение, исключены места ресторанного хозяйства. С момента вступления закона в законную силу всем ресторанам, кафе, барам необходимо будет закрыть либо переоборудовать помещения, залы для курящих. Полный запрет на курение распространяется на помещения органов государственной власти и местного самоуправления, на объекты культурного наследия, заведения физической культуры и спорта, а также на стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств. Закон определяет перечень мест, ограничивающих места для курения. В лифтах, в таксофонах, в учреждениях здравоохранения, в учебных и образовательно-воспитательных заведениях, на детских площадках, на спортивных площадках, в подъездах жилых домов, в подземных переходах, в общественном транспорте, включая транспорт международного сообщения. Запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий. В учреждениях общественного питания, в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях, в помещениях учреждений культуры, в
помещениях закрытых спортивных сооружений, в помещениях предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности. В местах и заведениях, где курение запрещено, должна быть размещена наглядная информация, состоящая из графического знака о запрете курения и текста такого содержания: «Курение запрещено». В специально отведенных для курения местах размещается наглядная информация, которая состоит из соответствующего графического знака и текста следующего содержания: «Место для курения. Курение вредит вашему здоровью». В заведениях общественного питания отводится не менее 50% площади торговых залов, таких заведений для обслуживания, которые не курят. Владелец или уполномоченные им лица или арендаторы соответствующих сооружений, отдельных помещений обязаны отвести специальные места для курения, оборудованные вытяжкой, вентиляцией либо другими средствами для удаления табачного дыма, а также разместить наглядную информацию о расположении таких мест и о вреде, который наносит здоровью человека курение табачных изделий. В местах для курения должно быть размещено графический знак с текстом следующего содержания: «Место для курения» и информация о вреде, который наносит здоровью человека курение табачных изделий с текстом следующего содержания: «Курение вредит вашему здоровью». Курить в общественных местах становится очень дорого. Теперь не только вступил в силу закон, которым вводят новые повышенные штрафы за курение в запрещенном месте, за продажу сигарет поштучно, с рук или несовершеннолетним, но еще и правоохранители начинают отслеживать поведение граждан. МВД уже разослало соответствующие указания в органы внутренних дел, и они имеют право составлять административные протоколы в соответствии с последними изменениями. Итак, с 11 июля за курение в запрещенном законом или местной властью месте штраф составляет от 51 гривны до 170 гривен. За повторное нарушение штраф от 170 гривен до 340 гривен. За курение в транспорте от 85 гривен до 340 гривен. За торговлю с рук так называемых бабушек возможно было оштрафовать максимум на 170 гривен, а теперь минимум на 510 гривен. А за поштучную торговлю, чем грешат некоторые киоски, можно оштрафовать на сумму до 1700 гривен. Хочу обратиться к курильщикам. Уважайте право окружающих на свежий воздух и ведите здоровый образ жизни. Показываю все сначала. Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Второй окурок. Второй окурок. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп-оп-оп-оп. Что ж, мне остается только присоединиться к Елене и пожелать всем крепкого здоровья. А мы переходим к нашей следующей рубрике «Новости от Аркада Грант». Нацбанк Украины разъяснил нюансы оплаты услуг от нерезидента, общая стоимость которых превышает 100 тысяч евро. Как известно, согласно пункту 4 постановления правления НБУ о переводе средств в национальной иностранной валюте в пользу нерезидентов по некоторым операциям от 30 декабря 2003 года номер 597, резиденту для приобретения услуг у нерезидента, если общая стоимость этих услуг по заключенному между ними договору превышает 100 тысяч евро, необходимо предварительно получить акт Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков, который удостоверяет соответствие контрактных цен на услуги, являющиеся предметом договора, конъюнктуре рынка. Вместе с тем, НБУ в своем письме от 10 сентября 2012 года номер 28-311/4414-8789 отметил, что в отдельных случаях при возникновении нестандартных ситуаций в актах Госвнешинформа употребляются такие формулировки, как: цены, стоимость услуг соответствуют конъюнктуре рынка, цены соответствуют тарифам компании, а следовательно соответствуют конъюнктуре рынка, цены являются ниже рыночных. Согласно пункту 4 постановления номер 597 удостоверяют соответствие контрактных цен на услуги, являющиеся предметом договора, конъюнктуре рынка,
а следовательно, на общих основаниях должны приниматься банками во внимание при определении правомерности оплаты резидентами услуг нерезидентов по внешнеэкономическим договорам на сумму более 100 тысяч евро. Определен порядок проведения земельных торгов. Законом Украины от 5 июля 2012 года номер 5077 внесены изменения в Земельный кодекс Украины от 25 октября 2001 года номер 2768 относительно порядка проведения земельных торгов в сфере аукциона. Указанным законом в частности предусмотрено, что земельные торги проводятся в форме аукциона, по результатам проведения которого заключается договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка с участником, победителем земельных торгов, который предложил наивысшую цену за продаваемый земельный участок или наивысшую плату за пользование им, зафиксированную в ходе проведения земельных торгов. Продажа земельных участков государственной или коммунальной собственности, либо прав на них, аренды, суперфиция, эмфитевзиса осуществляется исключительно на земельных торгах, кроме случаев, установленных частями 2-3 статьи 134 Земельного кодекса Украины. Продажа земельных участков, находящихся в частной собственности или прав на них, аренды, суперфиции и эмфитевзиса, может осуществляться на земельных торгах исключительно по инициативе собственников земельного участка. В таком случае земельные торги регулируются положениями Земельного кодекса Украины, если иное не предусмотрено законом или договором с исполнителем земельных торгов. Ставить на витрину сигареты можно, а рекламировать нет. 17 сентября 2012 года вступил в силу закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий от 22 сентября 2011 года номер 3778. Согласно этого закона, запрещается любая реклама и стимулирование продажи табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия. В частности, размещение информации о производителе табачных изделий и или табачных изделиях в местах, где эти изделия реализуются, либо предоставляются потребителю, в том числе на элементах оборудования или оформления мест торговли, за исключением одного плаката размером не более 40 на 30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация об имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них. Размещение информации относительно табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, в местах розничной торговли. Следите за новостями на сайтах www.arcada.net.ua и www.tv.arcada.net.ua. В заключение рубрики расскажу о действующих акциях. Актуальное предложение от компании Arcada Grant о регистрации предприятия или предпринимателя по самой выгодной цене. Также действует акция. Все, кто приобретет программное обеспечение Медок, 1С, Лига Закон, Динай с годовым обслуживанием, могут воспользоваться возможностью получить бесплатную часовую консультацию по юридическому, налоговому или бухгалтерскому вопросу. Компания Лига Закон сообщает о проведении бытовой акции «Выбор 2012. Система Профессионал». Период акции с 17 сентября по 28 сентября. Акционные предложения действуют только на одну специальную экспериментальную систему Лига Закон Профессионал. Условия для новых абонентов только юридических лиц и физических лиц, имеющих свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, адвоката, нотариуса. Бесплатное подключение при оплате абонентского обслуживания на 3 месяца. Условия переподключения. Бесплатно при оплате абонентского обслуживания за 2 месяца, только на систему Лига Закон Профессионал. Продолжает действовать акция от нашего партнера медиапроекта «Сарафан». Спешите воспользоваться возможностью рассказать одесситам о своем бизнесе в телепрограмме «Сарафан» по цене от 70 гривен за минуту показа и в журнале «Сарафан» по цене от 375 гривен за блок. Как всегда, хочу обратить ваше внимание, что все материалы для программы «Закон, налоги, право» готовятся специалистами компании Arcada Grant.
Если у вас возникают вопросы, которые не освещены в программе, вы всегда можете обратиться за индивидуальной консультацией по любому юридическому, бухгалтерскому или налоговому вопросу. Более подробную информацию по акциям смотрите на сайтах www.arcada.net.ua и www.soft.arcada.net.ua. Если вы желаете принять участие в одной из названных акций или же хотите записаться на индивидуальную консультацию, обращайтесь по телефонам 73 73 008 093 379 24 55 или по электронному адресу info@arcada.net.ua. В следующей передаче в рубрике «Пульс бизнеса» мы продолжим рассмотрение нововведений в Налоговом кодексе. А в рубрике «Право для всех» продолжим цикл на тему «Наследство». Дорогие зрители, нам интересно ваше мнение. Вы сможете всегда быть в курсе наших событий и не только по программе «Закон, налоги, право», если станете участником нашей группы «Проекты Натальи Витюковой» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Присоединяйтесь. На этом я прощаюсь с вами до следующей недели. Все предыдущие выпуски вы можете смотреть на сайте программы www.tv.arcada.net.ua. С вами была автор и ведущая проекта Наталья Витюкова. Желаю вам удачи и процветания. Салон Шаггі представляє колекцію весільної та вечірньої моди для найважливіших подій у вашому житті. Випускний бал, весілля, день народження. У ці хвилюючі дні ви повинні виглядати королевою. Вечірня зачіска та макіяж стануть основою вашого блискучого образу. А манікюр, засмага та доглянута шкіра бездоганно доповнять його. Салон Шаггі. Професійні кроки створення твого образу. Телефони 47099 та 370787. Система Ліга Закон більше, ніж проста база даних нормативних актів. Це інтелектуальні і інформаційно-правові системи, що включають також багато аналітики, консультаційні матеріали, судова практика, довідники, шаблони типових договорів, інструкції, багато що інше. З Ліга Закон ви швидко знайдете відповіді на будь-які питання.